Обзор чрезвычайных происшествий и криминальных событий за неделю подготовил Виталий Абрамов. Смерть из-за отравления пивом, погоня за пьяным лихачом, грузовик, упавший с 70-метровой высоты и контрабандный груз в якутском аэропорту. Подробнее смотрите далее. Это оперативная съемка. Здравствуйте. О подозрительной короне премии, в которой, возможно, пьяные водители, сообщили бдительные граждане. Вскоре схожая по ориентировке машина была остановлена, но водитель, отказавшись предъявив документы, дал по газам. Во время погони Вин Дизель сбивал железное ограждение и даже таранил патрульное авто. Но вскоре был блокирован в одном из дворов. Но на этом наш герой не спешил сдаваться и попытался скрыться бегством. Правда, неудачно. Руку убери, руку убери, руку! Руку убери отсюда. Подозрения бдительного гражданина подтвердились. Алкотестер показал результат больше 1 миллиграмма на литр крови. В отношении водителя составлены административные материалы за управление автотранспортом в состоянии опьянения, лишенным права управления, а также повреждение дорожного ограждения, нарушение условий страховки и оставление места дорожно-транспортного происшествия. И движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, и нарушение правил расположения транспортных средств на проезжей части. В прошлое воскресенье в одном из дачных строений в пригороде Нерюнгри хозяин участка обнаружил тело 3 молодых людей. 4-й, находившийся в доме, был в бессознательном состоянии. Следователи установили, что в день происшествия молодые люди распивали спиртные напитки. Установлено, что на телах погибших молодых людей 22, 23 и 25 лет внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Не обнаружили медицинские работники видимых телесных повреждений и у выжившего 18-летнего юноши. Следователи Следственного отдела по городу Нерюнгри, Следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия установили, что молодые люди распивали спиртные напитки. Предварительная причина смерти – острое отравление неизвестным веществом. Это и стало поводом для муссирования темы об отравлении пивом. Еще и незалежного производства. Однако к концу недели судмедэкспертиза выявила в крови погибших следы угарного газа. Черный прижим в очередной раз подтвердил свою печальную легенду. В этот раз на 592-м километре трассы Колыма грузовик, направляющийся с продуктами питания из Якутска в Чакурдах, не справился с управлением и сорвался с 70-метровой высоты. В результате водитель погиб на месте, пассажир чудом остался жив. Автомобиль восстановлению уже не подлежит. В якутском аэропорту таможенники задержали гражданина Китая, который пытался вывести лапу медведя. В Поднебесной они популярны в восточной медицине, а также в качестве экзотических блюд. Контрабандный груз общим весом 9,5 килограмм был хорошо запакован. Каждая лапа животного, без шкуры и когтей, бережно упакована в несколько слоев полиэтилена. После таможенной экспертизы будет принято решение о возбуждении дела. И на этом все. Это был краткий обзор происшествий за неделю. До свидания.